С наступившим Новым годом, телезрители! С праздником, друзья! В эфире, несмотря на всеобщие каникулы, детская информационная служба «Гора новостей». А у руля событий Арина Буря и Матвей Теренин. А вот что раскопали среди сугробов елочной мишуры наши корреспонденты. Эти каникулы будут самыми снежными вместе с горой новостей. Закидаем вас не снежками, а новостями. Обрушим на вас циклон не из снежинок, а из самых волшебных сюжетов. Вспомним, чем удивил и порадовал нас год минувший, и выясним, что заготовил нам год наступивший. Будем зажигать, причем не только гирлянды на елке. Специально для горы новостей. Ну вот это теперь точно гора новостей. На календаре уже 3 января. Новости летят как снежинки зимой. Пришло время вас знакомить с самым важным. Новость для сегодняшних старшеклассников, завтрашних студентов. В Уфе появился Межвузовский студенческий кампус. Напоминаю, весь кампус будет построен до 2026 года, но часть уже есть. А в начале этого года приступит к строительству основного здания кампуса. В состав кампуса войдут жилые корпуса для студентов, преподавателей и гостей на более чем 4000 мест. IQ-парк, аудиторный лабораторный блок помещения для торговли и общепита, спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч квадратных метров. На улице Заки-Валиди уже вечерами горят огоньками цифровая библиотека, коворкинги, офисы студенческих компаний и инновационных предприятий, лабораторий и общественные пространства. И раз уж мы заговорили о науке и новых знаниях, сейчас будет минутка профориентации. Архив. История в бумаге. Жизнь наших дедов и отцов, сынов Отечества отвага и проза жизни мудрецов. Гора новостей в архиве Стерлитамакского района. Давайте полюбопытствуем, кто же здесь работает. А чтобы попасть в архивохранилище, нужна специальная одежда, белый халат и перчатки. Совсем как врачи, работают специалисты, которые ведут строгий учет всех бумаг. Архивариусы сидят в тихих кабинетах, приводят в порядок архивные диковинки и раскладывают по полкам огромное количество документов в специальные короба. В архиве, кроме документов прошлых десятилетий, есть современная, высокоточная профессиональная техника. Это визуализатор для особо точный сканер для перевода бумажных документов в электронный вид с современным программным обеспечением. Нужно иметь хорошую память, чтобы знать описи, фонды, каждое дело и единицу хранения в архиве. В архивохранилищах специальные приборы поддерживают определенный световой и температурный режим, задавая воздуху нужную влажность для продления жизни документов. В ящиках, каталогах и в компьютере хранятся карточки с названиями и шифрами всех документов. У каждого документа есть свой номер. Это шифр. По этому шифру можно узнать адрес документа, номер зала, номер полки и номер папки, где он хранится. Архивист – одна из интереснейших профессий в современном мире. Именно они занимаются документами, возраст которых исчисляется веками. Архивисты работают не только по запросам, они предоставляют исследователям в читальном зале все документы, хранящиеся в архиве, а также создают интересные проекты и выставки. Я уверена, что архивы и профессия архивист очень важны для будущего поколения и для сохранения исторической памяти. Ангелина Челикина, Маш Сайфудинов, специально для Горы новостей. Спасибо, что присылаете нам такие сюжеты. Если вы думаете, куда пойти после 9 класса, то у меня есть хорошая новость. По количеству образовательных организаций Башкортостан занимает первое место. У нас 94 колледжа. Хотя, мне кажется, большинство предпочитает остаться в школе, а после пойти в вуз, как я. Да, ты права, но тем не менее мы лидеры по среднеспециальному образованию. Нам есть чем похвастаться, например, уникальными музейными экспонатами. Музей археологии и этнографии – уникальное культурное место в Уфе.
Здесь есть экспонаты из чистейшего золота, кости мамонта и настоящий метеорит. Музей находится на месте бывшего зимнего сада особняка, построенном для уфимской купчихи Елены. Здание невероятно красивое и снаружи, и внутри. Здесь есть кость шерстистого носорога. Это древний вид, обитавший на территории современной России, и в частности Башкирии. В Акбутинской Каповой пещере нашли резцы, зубчатое орудие и даже бивень мамонта. В зале экспонируются украшения древних кочевников и конское снаряжение. Говорят, стекло разлагается десятки веков, но вот перед вами стеклянный кубок, украшенный сложным орнаментом, которому уже 1000 лет. Кости мамонта нашли работяги-нефтяники. Они работали, ни о чем не подозревали. И тут раз, и такая находка. Это скелет старой самки мамонта. По размерам она была не крупной. Ее величина не превышала живущего ныне азиатского слона. Зуб мамонта весит около 1,5 килограмм. Бедные зубные феи времен палеозоя. На кости мамонта наносят специальное фиксирующее покрытие, потому как сохранить скелет длительное время по-другому просто не получится. В 4 залах выставлено 5500 экспонатов, а в фондах скрывается еще около 240 тысяч. В 2 залах выставлены костюмы народов Башкортостана и атрибуты народных праздников и обрядов. Сарманский олень – самый известный экспонат Музея археологии и этнографии. Ему 2500 лет. Фигуры оленей в таких размерах больше нигде не встретить. Они вырезаны из дерева и обшиты золотыми пластинами. По своему историко-культурному значению сарматское золото является бесценным достоянием и не имеет аналогов на мировом уровне. А это метеорит. Более 30 лет назад он упал в одном из местных совхозов. С виду камень как камень, но он состоит из никеля и железа. Метеорит упал на поле возле Стерлитамака. Уникальность этого события заключается в том, что падение метеорита было вторым в 20 веке в истории планеты. Сейчас на месте падения образовалось небольшое озеро. Музей археологии и этнографии – это не просто музей, это еще и место работы ученых. Тут можно, словно на машине времени, переместись на десятки веков в прошлое. Дарья Шепелева, Руслан Бекбаев специально для «Горы новостей». Спасибо, Даша. Кстати, это отличная идея, как провести с пользой каникулы. Новые впечатления – это всегда хорошо. Подводя итоги года, минувшего с уверенностью и гордостью, могу сказать, что более 40 тысяч учащихся от 5 до 9 класса смогли побывать в новых местах. Целыми классами ребята выезжали в легендарные места. Напомним, что программа школьного туризма запущена в прошлом году как пилотный проект среди 11 регионов, куда вошел и Башкортостан. Она показала себя как нужная и интересная, поэтому была продлена. И в 2024 году уже реализуется в 29 субъектах России. Дальше больше. Ребята с удовольствием открывают для себя республику. В 2023 году школьникам самим представилась возможность составить и разобрать свой маршрутный лист. Хотите отправиться в путешествие? Да по-любому хотите. Но с тем условием, чтобы достопримечательности были интересными, а туристический маршрут был прикольным. Так как это сделать? Наверняка слышали, что сейчас активно развивают школьный туризм. Это значит, что вы с класса можете организовать и поехать не в ближайший музей или театр, а в поход и в заповедник или другой город. Оказывается, что сами школьники, ведь кому как не нам виднее, где интереснее всего. Альберт, расскажи про работу своей команды. Мы придумали очень классное путешествие по Уфе. Там мы затронем самые главные достопримечательности. Всего будет 7 достопримечательностей, 7 районов и 7 холмов, как бы это олицетворяет нашей Уфы, вот как раз таки. Ну и 7 листочков Курая. Более 100 ребят приняли активное участие в придумывании рабочих маршрутов, не только по Башкортостану. Для ребят придумали увлекательную неигру «Сердце на родине». В ходе необычного квеста активисты проектировали маршруты, боролись за право быть лучшим, задавали вопросы на детской пресс-конференции спикерам. Матвей, расскажи, куда пермские школьники едут на экскурсии? У нас есть готовые туристические маршруты, которые связывают шоколадную фабрику. Это гастрономический тип туризма. Есть мистический. Мы погружаемся в Кунгурскую ледяную пещеру. Здорово, я думаю, вся страна там была уже. В Перми есть всем известный монумент «Счастье не за горами», который находится на набережной города. Ну что, Пермь? Я только за. Туризм в России сегодня переживает перерождение, так давайте поможем ему. Тем более, что Уфа и Пермь – города, где башкирские традиции являются неотъемлемой частью общей культуры в целом.
Северные амуры, защитники Родины, во все времена одинаково почитаются на Урале, и если копнуть глубже, уверен, много чего общего найдется. Детский совет по туризму в ходе игры создали такие необычные маршруты, что срочно нужно добавлять новые каникулы. Эдуард Гайнанов, Оскар Николаев, специально для «Горы новостей». Я бы с удовольствием посетил Пермь. Надеюсь, такая возможность представится. А мы продолжим делиться новостями. 2024 год объявлен годом семьи. А это значит, что будет много мероприятий для семей. Интересных, полезных, развлекательных. Если вы пока не представляете, как интересно и полезно провести время с семьей, то предлагаю к просмотру следующий сюжет. Рисование акварелью, гуашью или акрилом – это всеми нами известные техники. Но что, если я расскажу вам про самую интересную – рисование на стекле? Гора новостей на мастер-классе по данной технике. Сегодня я предлагаю расписать вот такие вот чайные стаканчики. Это красиво будет как в интерьере, так можно пользоваться. Я предлагаю сегодня сделать лаванду. Фиолетовая, зеленая, очень красиво ложится вот лаванда на такую поверхность. Мы берем кисточку сухую, макаем в краску. В чем главное отличие этой техники? Какая-то сложность или, наоборот, простота? Эта техника доступна и детям. Мы сейчас ждали, пока изделие подсохнет. Этот процесс можно как-то ускорить? Можно использовать фен. Обычный фен, да? Гульнара, мы уже завершили наши шедевры, поставили все финальные штрихи. Творчество – это безграничная пропасть, в которую может окунуться каждый. Нужно лишь найти дело, которое будет вам по душе. Не бойтесь творить. Ульяна Листанова, Руслан Бигбаев специально для «Горы новостей». Отличный совет для тех, кто хочет заниматься творчеством, но пока не знает, с чего начать. Я думаю, каникулы – это самое время, чтобы начать что-то новенькое. Каждый раз удивляюсь, что только можно сделать из подручных средств. Сейчас я вас удивлю еще больше. Вернее, не я, а коллеги. Хо-хо-хо, ребята, сегодня я вас научу, как делать вот такие вот снежинки. Берем лист бумаги А4. Складываем. Потом отрезаем вот этот вот кончик. Получается вот такой вот ромбик, либо квадрат. Еще раз складываем, потом еще раз складываем. Потом вырезаем какой-нибудь узор. Получается вот такая вот снежинка. А вот эти вот снежинки получились у мамы. Такие вот красивые снежинки, приятные. Такими снежинками можно украсить окно, либо елку. На такой приятной ноте, думаю, пришло время заканчивать наш информационный подъем. С новостями и событиями дня тебя знакомили Арина Буря и Матвей Теренин. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. С Новым годом!